Добрый день, дорогие телезрители. Коллеги попросили меня следовать канонам названия передачи и на самом деле показывать то, что будет интересно нашим телезрителям. Не судите строго за вот этот бардак. Я только что закончил два крупных проекта, два столика. И после вот всех этих работ у меня остались замечательные обрезки твердых пород и, скажем так, благородных. И так как я все-таки воспитан на идеалах, скажем так, Адидаса и прочего, вот эти так называемые полоски, они вдохновляют меня на очень многие вещи. И из вот этих вот, скажем так, неприглядных кусочков дерева я бы сейчас на глазах у изумленной публики хотел бы сварганить одну очень утилитарную вещь. Я сегодня работаю один, без операторов, без никого, так что попробую как-то выйти из положения и сделать что-то более-менее удобоваримое. Но прежде всего давайте мы определимся с шириной нашего изделия. Я хочу сделать изделие, скажем так, длиной порядка 40 сантиметров, ну, пусть будет 40 сантиметров, и шириной где-то около 26-30, сколько выйдет. И я еще раз говорю, у меня есть достаточно большое количество обрезков твердых сортов дерева. Это дуб, такие вот обрезочки, да? Это дуб, и это у нас большие полосочки интересной породы, с которой я впервые столкнулся, это орех. Что мне нужно будет, вот что касается некоторых полосок ореха, они отфугованы с обеих сторон, а некоторые, видите, вот следы циркулярной пилы и прочее остались. Значит, нужно это дело прогнать через калибровочный механизм, просторечия называемый плинтус. Есть, еще раз говорю, вот этот вот обрезок я использую в последнюю очередь, потому что смотрите, какой он и на любое другое изделие пойдет. А обрезочки есть у меня такого плана. Это я пробовал там что-то фрезеровать, что-то творить, но они пригодятся. Еще раз. Ну и смотрите, какая планка, она очень неправильной формы, но ничего страшного. С одной стороны было бы отфуговано, то есть с одной стороны, и верхнюю половину мы выведем на одинаковую, скажем так, толщину. Определимся сначала с толщиной нашего изделия. Толщина нашего изделия пусть составит 2 сантиметра. 2 сантиметра. В принципе, тут все ли полоски по 2 сантиметра? Да, вот минимальная полоска, которая составляет ровно 2 сантиметра. Из этих выйдет несколько полосочек. И эта толщина тоже. Вот это, наверное, часть пойдет. 2,3. Из этого одна полоска, две полосочки этого, и здесь 2,1. То есть вот эту вот заготовочку можно пустить. Ну, процесс будет довольно шумный. Я где-то буду комментировать, где-то буду не комментировать, так что положитесь на меня. Орех пока отложим в сторону. Из них пока, скажем так, это нам не актуально. Приступаем к нарезке наших планочек. Давайте мы сначала с поперечной нарезкой определимся. Резка будет грубая, я буду использовать вот такую вот каретку. На уровне 45 сантиметров мы отполовиним вот эту вот планочку. Угольничек отложим.
я не включил систему стружка-отсоса, поскольку шум в данном случае будет стоять неимоверный. Вот, мы получаем суммарно, располовинив одну планку, получаем суммарно уже 3,5 сантиметра или 35 миллиметров толщины. Ну и дело за остальными. Они укорачиванию не подлежат. Поэтому мы на нашу циркулярную пилку поставим параллельный упор и будем распускать так называемые гиляны. Есть, к примеру, вот, то есть мы должны примерно 2,2 22 миллиметра выставить. Грубо очень, да? 23 давайте запас. 23 выставили. Перемешали в сторону. Это вот рабочие заготовки. Техника безопасности, друзья, так что на самом деле соблюдать ее очень и очень. И вот здесь вот небольшая трещина, это клееная деталь, часть щита, поэтому будем ее, недостаточная толщина, но при этом 40 до конца распуска ее в принципе хватает. Так и идем по 23 миллиметра. Мы, дорогие друзья, получаем вот такие вот заготовки, одна из сторон которых должна быть отфугована. Мы упростим это дело и прогоним с двух сторон на рейсмусе. Рейсмус у нас находится под вот этим вот предметом. В принципе, можно было отфуговать, но детали достаточно маленькие. Да? Превращается в рейсмус очень изящно. Вот выдернул чеку и перевернув стол, получаем с этой стороны замечательный рейсмус. Убираем параллельный упор. Двинем, давайте вот так. Нашу кареточку, карандашик-рулеточку. Но понятно, вот эти лежат, замечательно так лежат. Вот эти две детальки я бы отнес благоразумно поближе к краям, да, чтобы они не сильно выделялись одинаковостью. Примерно так. Потому что у них с этой стороны еще немножко подбелено. Сделаем так.
примерно вот такая вот конструкция. Да? Вот эту часть перевернем. Это у нас пока лежит парадная часть. Парадная часть, которая замечательно будет подвергнута добеленная. Давайте мы суммарно еще раз промерим, какова толщина нашего изделия составит. Потому что нам нужно запихнуть еще в рейсмус 25. Ну давайте вот это вот оставим все-таки поближе на контрасте сыграем с этим. Вот так вот, да? Поближе к краю. И здесь попробуем составить некий такой симметричный рисунок. Симметричный ли он получится, пока не знаю. Давайте вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Еще одно. 6. Тут 7. То есть две вот эти толстые планки нам нужно засунуть. Получается вот так. Вы можете сказать, что они практически ничем не отличаются, но уверяю вас, они отличаются. И это будет заметно очень после финишной обработки. Или наоборот, сделаем здесь самые тонкие. Здесь воткнем самые тонкие. Там самые тонкие планочки. Все, пошли. Следующие за ними составят планочки. Те, которые потолще, но не самые толстые. Вот здесь вот играем толщиной, чтобы более-менее одинаково было. Убираем вот эту поближе к краю и втыкаем вот эту. Вот, замечательно. Это остается здесь. Все остается здесь. Здесь толщина, она, по-моему, напарник как раз является вот этим. Да. Вот здесь вот это. Значит, мы убираем вот эту и вставляем сюда вот так. Эту ближе сюда, как-то так. И вот здесь вставляем уже самые толстые ореховые планочки. Вот такой вот рисунок получается. Попробуем выровнять по одному из краев. И суммарно длина у нас составит 40 сантиметров. Нормально. Более чем нормально. И теперь нужно вот это дело пронумеровать. Каким образом? Давайте вот с этого края, да? 1, 2, 3. Ну, смертельный номер. На глазах у изумленной публики Дмитрий Аргунов, телеведущий канала Якутия-24, производит склейку будущего изделия. Поехали.
вот эту вот струбцину нужно расположить посередке примерно между нагрузкой и также затянуть слегка, пока без фанатизма. Давайте замерим. 27 сантиметров по ширине у нас получилось, можно было чуть добавить. Но еще раз, если отрежется здесь, ну, достаточно гармонично все это дело выглядит. Ну и после времени высыхания у нас получается такая вот конструкция, на вид достаточно хлипкая, и которую нужно, скажем так, выровнять. Для этого, с одной стороны, той, которая лежала на этой, мы зачищаем клей шпателем. Аккуратненько так зачищаем просто шпателем. Следующий этап, дорогие друзья, это выравнивание, торцевание так называемое. Да? Но опять мы ее сделаем при помощи нашей самодельной каретки. Сейчас нам нужно будет слегка закруглить. Сделаем это не лобзиком, а, скажем так, поаккуратнее инструментом, фрезером. Слегка-слегка. Но нужно учитывать какие-то жертвенные моменты, поэтому я бы здесь зажал какой-нибудь вот такой вот брусочек. Давайте мы сейчас просто прикрутим струбциной. Не беда, у нас же есть больший аккумулятор на большую емкость. И сейчас поставим этот на зарядку, а сюда поставим побольше. Смотрим, что у нас в сухом, скажем так, остатки. Края закруглили, вот эти вот прижоги от дешевой фрезы мы обработаем шлифмашинкой. И сейчас нужно закруглить всю или не закруглять. Давайте мы сначала пройдемся, знаете, что сделаем типа наподобие ручки, что ли. Практически готово, да? В принципе, можно, наверное, оставить без никаких тут выемок и так далее. Но если даже можно было сделать, можно было пройти галтельной фрезой. Но по мне она может оставаться буквально вот такой вот лаконичной, сдержанной, главное, не с острыми краями, да? И остается немножко пройтись шлифовальной машинкой зернистостью там 120-150 для того, чтобы снять вот эти вот все-таки сохраняющиеся острые края. Пройдемся немножко машинкой. Используйте всегда респиратор, но у нас, скажем, машинка новая. Пылеудаление работает достаточно сносно. Еще раз, 120 зерно. Поехали.
Мы прошли все грани нашего изделия. Еще раз пройдемся по закруглениям 320 шприцы. Пройдем, пусть они и фугованные, но все торцы. Здесь немножко выровняем рифматом острые края. И еще раз пройдемся ручной губкой по тем местам, где была фреза. В принципе, их видно не будет, но еще раз, это для того, который делает, всегда будет напоминать о неудачном проходе. Ощущений не из приятных. Поэтому я рекомендую все-таки тщательно очень все отшлифовать, прежде чем приступить к завершающей части нашего мастер-класса. Ну, вот такое вот изделие получается. То есть, вы поняли, это разделочно, скажем так, сервировочное. Сюда можно кусок мяса положить там и так далее. Еще раз, это еще не все. Остается финишное покрытие, которое вы увидите чуть позже. У нас же очень важная миссия сейчас поставить, скажем так, опознавательный знак. Для этого мы разогрели такое вот клеймо, термоклеймо. Попробуем сейчас, за сколько секунд оно прожгет дуб. Ну что ж, смотрим, полосочка ореха между полосочками дуба. Все это проявится, внимание, только при финишном покрытии. Чем будем крыть, об этом чуть попозже. А сейчас остается буквально после клеймения своего товарного знака продуть все это дело. И финальный акт – это пропитка минеральным маслом. В нашем случае это выступает вазелиновое масло. Да? Вот тот фокус, который я обещал. Салфетка на самом деле немножко не подходит, должна быть хлопочатобумажная, но это же все-таки маленький предмет, поэтому я думаю пойдет. Советская упаковка всегда такая, скажем так. Таким вот образом. И свернув салфетку, начинаем растирать вазелиновое масло по всей поверхности. Вот, как я и говорил, вставки из ореха не проявляются достаточно сильно. Единственный минус этого метода в том, что вазелиновое масло, оно достаточно жидкое и будет кристаллизовываться, полимеризоваться достаточно долго. Но не надо этого бояться, все-таки изделие есть изделие. И аккуратненько по всей поверхности растираем наше вазелиновое масло. Ну вот, фактически, скажем так, изделие, оно обретает конечный вид. И после высыхания масла, масло еще немножко потемнеет, обретет конечный законченный вид. Напоминаю, что это разделочная доска из дуба и со вставками из ореха. Размер 40 на 27 сантиметров. И может выступать в качестве там какой-то сервировочного, что ли, для стейка, к примеру. Такой вот сюжет был в программе. Мы вам покажем. Я вам на самом деле показал,
что можно сделать из обрезков, которые, скажем так, никуда не годятся больше. Такая вот разделочная доска.